Мир политики сегодня – это мир информационной борьбы, в котором легко можно потеряться. И в этом сложном информационном шуме некоторые откровенно враждебные России и Абхазии страны учат нас, как вести себя, как называть нашу страну и в какие ценности верить. В центре нашего внимания выход из мирового информационного пространства одного из самых главных инструментов западного влияния на Кавказе – радиостанции «Эхо Кавказа». Поговорим о том, почему «Эхо Кавказа» затихло и что это значит для Абхазии в контексте происходящих вокруг нее и в мире событий. Это программа «По сути», где мы говорим о важных событиях в стране и мире. Вначале вспомню, как все это начиналось. Радиостанция «Эхо Кавказа» была создана как подразделение «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» в 2009 году. Вначале позиционировала себя эта радиостанция как независимый мост между народами. Но это всего лишь красивая вывеска. За красивым фасадом некоторые кураторы из Праги и Вашингтона ввели открытую враждебную пропагандистскую работу. Я просто показываю американцам, куда идут ваши налоги и как устроены эти программы, чтобы систематически обманывать вас, Конгресс и даже Белый дом. Например, один случай — это проект Zanzunio. Это была онлайн-соцсеть, созданная USAID, ориентированная на кубинских пользователей. По сути, копия Твиттера. В те годы, с 2009 по 2014, Госдепартамент и USAID были буквально одержимы идеей социальных медиареволюций, наподобие арабской весны. Ведь арабская весна была революцией Facebook, Twitter. USAID потратила на это больше $1 миллиарда. Мы финансировали активистов и, в кавычках, гражданские организации, обучая их пользоваться этими соцсетями, чтобы координировать уличные протесты, чтобы все знали, куда прийти, на какую улицу, какие лозунги использовать, чтобы создать видимость продемократического движения. Главная претензия к радиостанции «Эхо Кавказа» у нас в Абхазии – это сознательное игнорирование абхазской государственности. Если мы посмотрим материал «Эхо Кавказа», мы ни разу не прочтем, не услышим словосочетание «Республика Абхазия» без таких приставок. Самопровозглашенная, сепаратистская, оккупированная. Ресурс работал как ретранслятор грузинских нарративов, профессионально упаковывая их в обертку объективности, где любые политические споры, которые имели место в Абхазии, рассматривали как национальную катастрофу, называли Абхазию не сбывшейся, не удавшейся страной, страной оккупированной Россией. Это эхо окончательно затихло. Закрытие «Эхо Кавказа» – это новость, которая в Абхазии вроде бы прошла незаметно, но мы здесь можем отметить некоторые положительные моменты. Во-первых, это снижение уровня информационных манипуляций. Радио «Эхо Кавказа» была площадкой для так называемой мягкой силы Запада, где под видом защиты прав человека, гражданских прав проводилась политика дестабилизации в нашей стране и подрыва союзнических отношений между Абхазией и Россией. Во-вторых, уход такого игрока, как «Эхо Кавказа», это возможность укрепления собственного информационного суверенитета. Когда внешние модераторы перестанут определять повестку, у общества появляется возможность вести внутренний диалог без оглядки на западные гранты. Но мы не должны быть наивными здесь, в Абхазии. То, что не получилось у «Эхо Кавказа», наверняка появится другой инструмент для идеологического воздействия на Абхазию. Поэтому мы должны понимать, что Абхазию так просто не оставят. Мы упразднили USAID. Мы передали всю иностранную помощь в ведение Госдепартамента. Так что теперь, когда мы выделяем деньги странам, мы знаем, куда они идут. И знаем, что помогаем нашим союзникам и друзьям, а не просто обогащаем какую-то третью сторону, которая зарабатывает кучу денег за счет наших налогоплательщиков. Важно отметить, что «Эхо Кавказа» — это не коммерческий проект. Это проект, который создавался за счет американских налогоплательщиков. Но почему внезапно эта радиостанция была закрыта сегодня? Ответ прост. Это низкий коэффициент полезного действия. Несмотря на вложенные правительством США миллионы долларов, это не привело к изменению национального курса Абхазии. И в заключение хочется сказать, Соединенные Штаты Америки и западные страны не бросят Кавказ, не оставят Абхазию в покое. Они будут продолжать агрессивную идеологическую борьбу против нашей страны с целью международной изоляции и подрыва нашей государственности. Это была программа «По сути». Мы продолжим искать смысл происходящих событий и называть вещи своими именами.